Мостовой переход через восточный и западный Белях автомобильной дороги Верхояния имеет региональное значение. Так, автозимник Батагай-Саткарыр протяженностью 289 километров соединяет два арктических улуса. В марте начались буровые работы, сперва пошли сейчас, а бетоном это сваи сейчас, вот это, которые мы сделали, поставили, они называются бурозаливные. Это вставляется труба, туда заливается бетон, арматурой, армированный бетон, и на этих опорах ставится вот основная конструкция. А если так взять вот такие мосты, вот на северах, на северных улусах, вот таких мостов. Проектно-изыскательские работы по строительству первого в Верхоянском улусе металлического моста в настоящее время завершены. На западном Беляхе до строительства капитального моста возведен временный переход, а на восточном идут бетонные работы. Ведутся работы по монтажу ригеля железобетона. Далее будет производиться монтаж пролетного строения САР. Вот. Потом будет далее производиться работы на западном Беляхе. Ну, условия работ, конечно, тяжелые в Верхоянском улусе по ремонту разрушенного моста. Подрядные организации имеют опыт по возведению и строительству сложных мостовых конструкций. Как заверяют сами мостовики, такие металлические мосты имеют высокую прочность и будут стоять минимум 50 лет. На отрезке Батагай-Верхоянск на двух речках производится строительство двух мостов. Это западный и восточный Белях. Помимо этого, на этом отрезке по мероприятиям ИС-Холонха будут производиться работы по установке новых знаков, дорожных знаков. Будет ямочный ремонт с 55-го километра по 67-й, это до города Верхоянска. А еще на отрезке автомобильной дороги Яна будет установка барьерных ограждений и сигнальных столбиков. Отрадно, что сегодня молодежь республики научилась строить мосты на своих дорогах. И благодаря им на крайний север вместо старых деревянных мостов появляются новые современные переходы. Альбина Павлова, НВК Саха, Батагай.